эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. День вывода войск из Афганистана отмечается сегодня в нашей стране. В Якутске это событие ознаменовалось встречей ветеранов. На страже сохранения родного языка Ассоциация юкагиров совершила экспедицию в Нижнеколымский район. Якутский Чорон стал заглавным символом выставки «Русское невероятное» в Москве. Необычайно большое количество пар узаконили свои отношения в День всех влюбленных в Якутске. Всего официальными супругами в этот день стали 30 молодоженов. Пункт проката лыж открылся в парке культуры и отдыха Якутска. В этом году порадовать горожан удалось раньше запланированного. Теплая зима располагает. Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности Республиканского ипотечного агентства рассмотрел глава Якутии. Айсен Николаев отметил, что предприятие активно развивается, выполняет ряд важных программ, включая комплексное развитие территорий, а также занимается вопросами, связанными с домостроением. Он также подчеркнул важность ускорения работ по программе ликвидации аварийного жилья и подготовки территории в микрорайоне Спортивный города Якутска под застройку заинтересованными инвесторами. Создание новых энергомощностей в регионах Дальнего Востока должно учитывать растущее потребление энергии и предусматривать дополнительные мощности для обеспечения дальнейшего экономического роста. Такое мнение высказал глава комиссии Госсовета по направлению энергетика и глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что на сегодняшний день регионы Дальнего Востока становятся энергодефицитными. Так планируется создание объектов угольной и газовой генерации. Он привел примеры проектов, которые уже начали реализовываться в Якутии, включая модернизацию Нерюнгринской ГРЭС, где будет построено 550 мегаватт угольной генерации, а также Новоленской газовой ТЭС на 550 мегаватт и второй очереди Якутской ГРЭС-2. Сегодня отмечается День вывода войск из Афганистана. В Якутске это событие ознаменовалось встречей ветеранов с главой региона Айсеном Николаевым. Как рассказал один из участников мероприятия, сопредседатель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Валерий Лютый, они обсудили проблемы ветеранского движения в республике, вопросы консолидации и варианты помощи участникам СВО. По мнению Лютого, сегодня Якутия выступает одним из передовых регионов, который оказывает поддержку бойцам. В работу включена вся республика. Вообще сегодня день, он называется правильно, не только день вывода войск из Афганистана, но это день защитников Отечества, исполняющих свой долг за пределами страны. Мы свою задачу выполнили с честью там в Афганистане. И примером тому, я всегда привожу пример, что афганцы, с кем мы воевали, афганский народ, душманы, наш противник, нас уважает, мы приезжаем туда легко, с нами общаются и с нами разговаривают и говорят «да». На примере тех же американцев наш воин там показал, как честный, порядочный воин. Приближая победу вместе, коллектив аэропортов Севера продолжает поддерживать якутян, участвующих в специальной военной операции. Сотрудники воздушной гавани планируют отправить очередную партию вещей ко Дню защитника Отечества. Тему продолжит Вероника Таюрская. С момента начала СВО авиационное предприятие оказывает весомую поддержку бойцам, отправляя маскировочные сети, продукты питания и многое другое. По инициативе работников совместно с профсоюзом был создан фонд поддержки участников специальной военной операции, целью которого является оперативная помощь как самим бойцам, так и их семьям. Наше предприятие регулярно оказывает материальную помощь не только нашим бойцам, но и семьям мобилизованного сотрудника. Оказывается материальная помощь, хозяйственная помощь, это вывоз снега, доставка воды. На прошлой неделе по просьбе наших бойцов с филиала аэропорт Маган в кратчайшие сроки был закуплен и отправлен на зону специальной военной операции антидроновый детектор. За все время проведения специальной военной операции наша организация оказала материальную помощь в размере около 11 миллионов. Коллектив аэропортов Севера в прошлом году завершил акцию по плетению маскировочных сетей, которая носила название «Боевые шелкопряды». За время ее проведения в зону СВО отправился не один рейс с таким важным для бойцов грузом. 2 недели назад сотрудники запустили новую акцию по изготовлению блиндажных окопных свечей «Огонь сердец». В начале нашей акции мы собирали материал, необходимый для изготовления этих свечей. Наши сотрудники приносили различные банки и воск. А сейчас мы приступили уже ко второму этапу изготовления свечей. Это непосредственно сам процесс подготовки банок и заливка воском. После того, как
мы завершим нашу акцию, мы сформируем посылки нашим коллегам-бойцам, в которые войдут как раз-таки изготовленные свечи и продукты питания. Ждем всех с победой! Отметим, что в данный момент 25 сотрудников авиационного предприятия выполняют боевые задачи в зоне СВО. Они и другие якутяне в скором времени получат изготовленные окопные свечи. Коллектив аэропортов Севера продолжит работу по поддержке бойцов. Сразу после отправки этой партии планируется начать подготовку новой. Вероника Таюрская, Нюргун Старостин, Маган. Ну а далее смотрите подборку самых заметных новостей от наших коллег из Мирнинского района. На ежегодных отчетах жители Мирнинского района чаще всего задавали вопросы о состоянии жилищно-коммунального хозяйства, а также работе энергоснабжающей организации. Сейчас цены что на освещение, что на отопление у нас идут одинаковые. Поэтому для отопления, если есть возможность, чтобы был установлен отдельный тариф на электроэнергию. В селе Арылак жители подняли вопрос об укреплении берега реки Малая Батобуя, так как она все ближе подходит к постройкам. В прошлом году у одной жительницы во время ледохода была разрушена теплица. Нам нужна временная защита в виде шпор для остановки ледовых глыб, которые сейчас в связи с пожаром еще у нас тут обрушаются деревья, и прямо большая вероятность еще больше разрушается берег. Конечно, одним из насущных проблем в любом населенном пункте остаются жилищные. Представители правительства республики и администрации Мирнинского района рассказали о ходе реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, о перспективах строительства нового жилья. Аварийный дом поставили, значит, не только наш, еще там некоторые, еще в 22 году нам поставили, что мы аварийные. И вот каждый год нам присылают письма, что переселять будут в том году, потом в следующем. Теперь нам опять прислали письма, что нас будут переселять в 26 году. Пока мы еще не видим правила игры, определенные этой программы, но нужно сказать, что в любом случае конституционное право на жилье, которое исходит из равных условий, да, непосредственно связанное с ветхостью, мы надеемся, что и наша позиция республики, ее всегда глава держит, должна обеспечиться в этом вопросе. В поселке Алмазный небольшой зал поселкового дома культуры был полностью заполнен. Алмазнинцы традиционно проявляют высокую активность во время проведения отчетов, но большинство вопросов, которые прозвучали, находятся в компетенции районных властей. Обсуждали во многих поселениях и качество дорог, также уровень жизни. Мы говорим прежде всего об участке Муфтуя-Ленск. Да? Этот участок действительно прописан, соответственно, да, за последние 10 лет эта дорога приведена в ненормативное состояние за счет достаточно большого количества, всем это понятно, и граждане об этом говорили, да, использования грузовой техники. Меры, которые принимались со стороны Ленского района и Мирнинского района по установлению ограничений, как вы знаете, на въезде был даже пост со стороны непосредственно Ленска, да, тем не менее привел к тому, что безобразным в таком состоянии дорога. Сейчас оперативные меры приняты, которые направлены на уже ремонты дороги. Как все дороги, они всегда ремонтируются, значит, в двухстороннем направлении. И поэтому я думаю, что до 2028 года в программе совсем с проектированием, со стройкой, с добросовестным подрядчиком, чтобы не возникло вопроса, как по мостам, значит, здесь в одном из, рядом с одним из населенных пунктов республики, да, в том числе в Мирнинском районе. Я думаю, что мы сможем преодолеть эту историю. Отчеты правительства проводятся, чтобы напрямую у жителей выяснить проблемы, которые волнуют их. И они решаются. Совсем недавно жители Мирнинского района говорили о необходимости улучшения работы системы здравоохранения, о нехватке медицинских кадров. Общими усилиями сегодня обновлены материально-техническая база Мирнинской центральной районной больницы, и район оснащен
район медицинскими кадрами. Для Мирнинского района, помимо поддержки республики, действует специальный указ главы Якутии Айсена Николаева, которым определены основные приоритеты для развития района, решения проблемных вопросов. У каждого объекта определена очередность, свои сроки реализации. Анна Васильева, Мирный. Еще больше возможностей. На третьем республиканском форуме 180 активистов из 25 колледжей и техникумов представляют свои инициативы, идеи и проекты. Участники выполняют задания в рамках 5 треков. Время активистов, совет лидеров, я доброволец, СПО медиа и споем вместе. В частности, в ходе трека «Я доброволец» лидеры очищают памятники от снега, а другие участники снимают видеоклип на песню «Нам нужна одна победа». Таким образом, студенты СПО демонстрируют свои способности и разрабатывают нововведения для развития системы СПО. Сегодня активисты показывают практические результаты своей работы. Этот форум дает нам большой опыт для нашей будущей работы. То есть мы активисты, и мы должны делать мероприятия в наших колледжах, может даже в будущем в институтах. Поэтому нам нужен опыт для создания таких мероприятий. И этот форум тот самый пример того, что студентам нужно это учение, чтобы в будущем быть успешным и хорошим активистом. На страже сохранения родного языка Ассоциация юкагиров проводит большую работу по популяризации культуры коренных малочисленных народов республики. На круглом столе ассоциация поделилась результатами деятельности за прошедший год. Один из успешно реализующихся проектов – хранители древнего амулета Ару. Представители ассоциации совершили экспедицию в Нижнеколымский район, где записали уникальные видеоматериалы с живой речью носителей языков юкагиров, чукчей, ивенов и ивенков. Юкагирский язык очень сложный, один из самых древнейших в Сибири, уникальных. И осложняется вся работа по его сохранению тем, что на самом деле два юкагирских языка. Это язык тундренных юкагиров и язык лесных юкагиров. И поэтому нам приходится двойные усилия предпринимать для того, чтобы этот язык сохранять. Якутский чорон стал заглавным символом выставки «Русское невероятное». Она проходит в Москве в центре Зотов и посвящена конструктивизму. Экспозиция объединяет произведения отечественного искусства от средних веков до наших дней. Всего представлены 144 экспоната из 29 государственных музеев и галерей. На одной площадке собраны живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство. Можно увидеть и невероятные работы древнерусской живописи. А рядом современного искусства. Якутский чорон выполнен неизвестным мастером, датируется 1930-ми годами. Он богато украшен узорами, но его главное достоинство – это три ножки. На выставке якутский чорон рассматривают как символ трех опор, на которые опираются художники 20-х, 60-х годов и наши современники. И такими тремя точками опоры в культурном ландшафте стали для нас пространство, мышление и архетипы. А еще, что очень важно, почему именно три, такое тоже число-символ. Три точки – это дело в том, что необходимое минимальное количество, чтобы чувствовать себя устойчивым. И поэтому чорон такой наш заглавный символ вообще этой выставки, и такой небольшой метафизический, наверное, метафора устройства мира и культуры. В Саха-театре проходят репетиции спектакля по повести Валентина Распутина «Прощание с матерой». Эту работу режиссер Андрей Борисов ставил в школе-студии МХАТа в 1989 году. И спустя столько лет автор снова возвращается к этой теме, но уже в других масштабах. В годы перестройки с лица земли исчезали многие деревни, поэтому в то время тема была весьма актуальной. Но в сегодняшних реалиях произведение затрагивает глобальные и планетарные темы, присущие человечеству современного мира. Музыку написал композитор Руслан Мурсякаев из Москвы. В постановке задействованы все 4 поколения Саха-театра, играют именитые артисты. Премьера спектакля пройдет с 21 по 23 февраля. Это для якутского зрителя очень близко это. Не только утраты деревни, не только утраты таких самых главных духовных ценностей. Это любовь к родной земле, к малой родине, к деревне, к предкам, даже к могилам, поклонение к могилам. Но тут еще возникает глобальная тема – это новые технологии.
Необычайно большое количество пар узаконили свои отношения в День всех влюбленных в Якутске. Об этом сообщили в управлении ЗАГСа при правительстве республики. Всего официальными супругами в этот день стали 30 молодоженов. Как отмечают во Дворце бракосочетания, запись на такую праздничную дату велась задолго до Дня Х. Минимально за месяц до торжества. Подобный рост количества молодоженов ожидается и 25 февраля. Такую дату принято считать красивой. Всего же с января этого года отношения узаконили около 170 пар. 25 февраля 2025 года, то есть 25.02.25. Это вторник, и мы в этот день уже ждем на регистрацию тоже где-то 30 пар. Половина из них будет регистрироваться торжественно, и у нас в этот день тоже будет очень большой наплыв. На красивые даты, такие же, как и сегодня, заранее уже готовятся, заранее подают заявление на регистрацию через портал государственных услуг. По традиции, с наступлением теплой погоды в 202-м микрорайоне открылся ледовый парк «Северное сияние». В нем возведены большая ледовая арена, разные горки, как небольшие для самых маленьких посетителей, так и длинные для гостей постарше. Что еще ждет горожан в парке, расскажет моя коллега Иржена Гармаева. Весна уже на пороге, а это значит, что ледовый парк «Северное сияние» вновь распахнул свои двери для жителей Якутска. Здесь множество зимних забав. Я сейчас нахожусь на самой длинной ледяной горке на Дальнем Востоке. Ее длина почти 200 метров. Развлечения по себе в парке найдет каждый. Посетители могут с ветерком прокатиться на снегоходах и бананах, рассечь ледяную гладь коньками и найти выход из снежного лабиринта. В парке нашлось место как зимним активностям, так и искусству ледяных и снежных скульптур. Над созданием фигур трудились мастера из Якутии, Китая, Монголии, Хабаровского и Приморского краев. Администрация ледового городка подготовила для гостей не только зимние забавы, но и насыщенную культурную программу. Здесь с 25 по 28 у нас будет проходить детский конкурс по ледовым снежным скульптурам, который будет проходить 3 дня. Примут участие 15 команд. Совместно с окружной администрацией, управлением культуры и духовного развития и наш ледовый парк будем проводить этот конкурс. Для удобства посетителей на территории парка работает прокат коньков, ледянок и тюбингов. После активного отдыха гости могут согреться и выпить горячий чай в кафе. Каковы же первые впечатления жителей Якутска от посещения парка? Да вот сегодня горка открылась, сказали нам, по радио услышали. И пришли вот с сыном, катаемся, очень круто, классно. Вообще мне все очень нравится, очень красивое место, очень много различных ледовых фигур, очень много разных горок. Очень хочется прокатиться на самой большой. Да, я бы еще с радостью прокатилась на тюбинге. Это жестко. Я оттуда скатился с бешеной скоростью. В лабиринте нашел выход. А еще там в лабиринте была змея. Змея была? Ледяная? Горожане могут сполна насладиться зимними развлечениями в парке «Северное сияние». Ледовый парк ждет посетителей с 11 часов утра до 11 часов вечера без перерывов и выходных. Иржена Гармаева, Владимир Павлов, Якутск. Сегодня юбилей отмечает газета «Джулурган». Редакция «Джулургана» вот уже четверть века освещает спортивную жизнь республики, публикуя различные статьи, интервью, аналитику и другие материалы. Примечательно, что в этот же день чествовали и редактора газеты Петра Павлова, которому исполнилось 60 лет. Его труд напрямую связан с успехом издания. Работы журналиста за длительную творческую карьеру были представлены в рамках специальной выставки. В день двойного юбилея Петру Семеновичу присвоено звание заслуженного артиста, журналиста республики. Галина Алексеевна меня пригласила в республиканской газете. Я тогда работал в Улусе корреспондентом, и меня назначили редактором отдела спорта. Это было в 2000 году. И с января выходит газета в 4 полосах, приложение. Это приложение к газете, можно сказать. Выходило 2000-й. Пункт проката лыж открылся в парке культуры и отдыха Якутска. В этом году порадовать горожан удалось раньше запланированного. Теплая зима располагает. Кроме того, обустроили в парке и специальные трассы для лыжников. Подробности узнала Саргалана Неустроева. На то, как пройдет твой сеанс катания на лыжах, влияет правильный подбор экипировки. Здесь свои премудрости. Важно, чтобы все приспособления подходили по росту, ботинки были по размеру и затянуты туго, иначе велик риск свалиться в сугроб. Закупка новых ботинок, нам привезли 30 пар обуви, то есть 20 со стандартным креплением и 20 более новым, но у нас в данный момент именно лыж подходящих нет. Крепление, которое в данный момент у нас используется, оно
зарекомендовала себя, и у нас общая часть креплений для массового использования. Чтобы прокатиться на лыжах, одного энтузиазма недостаточно. На таком, как говорится, далеко не уедешь. Тут важно соблюдать технику, ну или хотя бы ее азы. Наблюдайте. Встаем прямо, подгибаем колени, поясницу не прогибаем и смотрим вперед, а затем отталкиваемся. И едем себе спокойно 3 километра. Именно такова протяженность самой короткой трассы в парке. Самая длинная проложена аж до 5 километров. Кроме того, в этом году специалисты пункта проката подготовили специальную трассу для конькового хода. Это один из способов перемещения на лыжах. С какого по какое будет работать прокат? Ну, с сегодняшнего дня, пока снег не растает. Заведующий аттракционами парка Руслан Садовников отмечает, совсем скоро парк заполнится детьми. Обычно услугами проката пользуются местные школы. Для этого они заключают контракт. Однако других мероприятий, к примеру, соревнований, парк не проводит. Как таковых мероприятий мы не проводим, а всегда открыты к сотрудничеству. Пусть приходят к нам, обращаются в администрацию, и мы что-нибудь придумаем. Работать прокат будет с 10 утра до 6 вечера все 7 дней в неделю. Однако сотрудники пункта предупреждают, по выходным количество желающих покататься на лыжах может достигать и 200 человек. Сарглана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Первенство по баскетболу среди школьников стартовало в Якутске. Среди участников 19 юношеских и 16 женских команд. Результаты пойдут в зачет спартакиады «Юные якутяне». По итогам соревнований будет сформирована сборная Якутии для участия в первенстве Дальнего Востока. В прошлом году победителями регионального этапа стали спортсмены Нерюнгринского района. Однако по федеральному округу ребята показали низкие результаты. Тем не менее, как отмечают в школьной баскетбольной лиге, этот вид спорта в Якутии активно развивается и становится массовым. При поддержке Федерации баскетбола Якутии, при поддержке Управления физической культуры и спорта большое количество команд приезжает. Это уже второй год подряд. Массовый спорт становится. У нас еще буквально 5 лет назад на первенстве республики участвовало около 10, 7 команд, а сейчас уже по 19-16 команд. 22-я по счету спартакиада по национальным видам спорта игры «Манчары» пройдет в 2025 году в Татинском Улусе. Программа игр останется неизменной. Соревнования пройдут по 11 видам спорта, среди них и гиревой. С нерюнгринскими гиревиками встретилась наша съемочная группа. Ожидается, что на играх «Манчары» выступят более 1700 спортсменов со всей республики. В гиревом же спорте всего будет разыграно 134 путевки по 20 весовым категориям, так что конкуренция обещает быть серьезной. От Нерюнгринского района повезу 8 человек, 2 детей, все остальные будут взрослые, 2 женщины и мужчины. Там, получается, у нас будут разыгрываться путевки на игры «Манчары». У нас у каждого есть шанс стать чемпионом, призером и взять путевку для района. Это обязательно прям в планах. В сборной как опытные спортсмены, так и те, кто пришел в гиревой спорт относительно недавно. Александр Буйновский занимается гирями всего 3 года, но уже достиг определенных высот. Месяц назад я стал чемпионом республики по юношам среди 2007-2009 года. Занял первое место результатом 75 общее двоеборье. Сейчас я готовлюсь к отбору на игры «Манчары» и надеюсь, и причем очень желаю, чтобы туда попаду. У меня отличная команда, лучший тренер, и я считаю, что у меня есть высокие шансы пройти на отбор, попасть на «Манчары» и тоже там что-нибудь занять. Представить Нерюнгринский район и побороться за первое место. Есть в сборной спортсмены, выступающие в категории «ветераны». Для Сергея Черникова это будут первые в профессиональном спорте крупные соревнования. Но уверенность в победе не оставляет соперникам ни малейшего шанса. Долгие годы уже занимаюсь, а на крупных соревнованиях не участвовал. Но его уговорили и сам решил все-таки поучаствовать, попробовать. Секреты: слушать тренера, расписано не лентяйничать, соблюдать режим, не пить, не курить. Впереди у нерюнгринских гиревиков первенство среди ветеранов в Барнауле, тренировочные сборы в Кузбассе и полуфинальные соревнования чемпионата России. А значит, новые яркие выступления и блестящие победы. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы следим за развитием событий. Увидимся чуть позже.